всех люблю. У нас необыкновенная конференция. Все люди, когда конференция делают, сидят в зале, спят, мозги не воспринимают. Мы решили провести, я уже несколько раз в Таджикистане проводил такую конференцию на природе. Человек больше воспринимает. Мы за 3 месяца заранее готовились, дали везде объявление, все то, что нужно сделать. Не обязательно здесь, что пришли врачи. Каждый человек хочет жить долго, не болеть. Не нуждаться в помощи. По нашей программе сегодня мы должны 2 часа разговаривать о воде. Все. Я сейчас немножко вам расскажу. Вот я написал такую книгу «Вода дороже золота». Вода не будет, золото не нужно. Без воды жизни на земле нет. В мире всего имеется 3% питьевая вода. Остальные океаны, море, все то, что нужно. По всему земному шару 133 вида воды есть. 130 это источники минеральные, разные внутриутробно у ребенка вы все родили, имеется 95% вода. Вокруг ребенка околоплодный воды. То есть кровь не получит опять от воды, потом ребенок рождается, с годами вода уменьшается. Вода уменьшается, что с годами максимум, потому что количество воды в организме уменьшается. А для этого что нужно? Знание. Надо людей учить в школе стремиться. В Японии, например, в Германии все ходят в бутылку воды, каждый час глоток 2 пьют. Потому что когда 6% вода уменьшается с крови, уходит, кровь случается, образуется инфаркт. Если люди будут знать воду пить, все проблемы. Вот это легко. Поэтому я сейчас такое предложение сделал с президентом, это Россия, Казахстан, народное образование. Именно в каждой школе должен преподавать, врач, обучать детей, как сохранить время, зубы, как сидеть в классе. Вот сейчас обучение сейчас книжку. Почему люди все сейчас много неправильно все спят, неправильно поза. Основной стол это позвоночник, и получается много. Да, как утром проснулись, постарайтесь пить до пол-литра воды. Чем еще до пол-литра. Значит, через моча где-то 300 через дыхательную пищу, через воду, через крана. Раз вода уменьшается, что получается? Клеймный электросил. Так, в сутки 180 литров моча проходит, вода проходит через почки, а выделяется 1,5 литра. Так он выводит шлаки токсины. Токсины шлаки вводятся через почку, через дыхательную пути, через все это. Поэтому, когда мы знаем о составе воды, как что, я был маленьким, я подпишу воды, вода не все. Просто у нас все подпишу. Через это, воду пить, что поэтому без воды нету здесь на земле. Если мы знаем технологию питья воды, мы каждый день умываемся. Вот, например, первые водопроводы делали воды. При каменном веке люди употребляли до 10 литров воды в сутки. Помойные станции, готовили. А сейчас в разных странах до 1 тонны. Туалет, душ, стирка, все идет вода. Так, поэтому есть еще эндогенная вода. Когда у нас вода не хватает, мы сами внутренние органы, жиры, белки, вот, например, на его скорке, если он 40 литров воды вырабатывает, и у человека то же самое. Если человек может жить без пищи 1 месяц без воды, без воды. Пейте воду, лапканы, спешат. Вот когда вы все эти вопросы мы будем знать решить, наши много проблем решаться. Второе. Обязательно научитесь делать, потому что вот наш
под кишечник это мусоропровод. А человек сидит, глотает, так вот, мусорный, это потом начинает вонять. Шланг держали, вот я всем, кто вчера у меня были, показал. От душа открывайте брызгатель, там маленькая отверстие, воду держите 50 сантиметров, держите рядом, потом стоя можно. Зашел сразу кал, я сегодня 3 раза был. Потому что я 77 года гипертоник, давление за 200 поднимается. Почему поднимается? Потому что газ накапливается, давление поднимается. Раз от кала нету 4-5 газов, давление снижается. Вот это знание надо передавать друг другу, что мы знали, принимали, использовали. Вот море есть, много вот болезней кожи лечится, они приходят, морская вода имеет 35 грамм соли, а у нас потребно за сутки всего 3 грамма. Все в мире это лекарство. Вот содовые ванны есть, солевые ванны различные. В природе есть много источников, где лечится. Вот куда мы поднимались, которые мы ночью поднимались, там есть. Буйнарский. Там источник есть. Люди приходят, там вообще ничего это нету. Потому что Бог создавал, вода выходит, люди заходят, принимают ванны, и более проходит несколько минут. Вот где какой-то новый источник, что-то есть, я всегда иду, смотрю, изучаю, что есть, как использовать. Вот, например, у нас есть в Таджикистане курорт Хаджиовый гад, горячая святая вода, это радонный пар. Заходишь всего 3-5 минут, у тебя все. Покрывается потом, снимается боли, очень хорошо, у кого ревматоидный полиартрит, астма, бесплодие, хорошо лечится. Там радон, ходит доза, если светский человек принимает, а вы все не получаете. Все в мире, значит, в жизни есть человек, что должен сделать. Вот это вкратце по воде. Сейчас будем еще раз познакомиться. Я доктор Тахели, Таджик, Таджикистана, народный герой Дагестана, президент Международный союз писателей, целитель, автор 55 книг, 20 лекарственных препаратов. Мне 74 года, хочу жить 100-150 лет. Это возможно. Поэтому стараюсь все законы соблюдать, поменьше кушать, поменьше насватывать. Где там люди сидят, жируют, все, завтра много болезней. После вот этой свадьбы все, много болезней. Вот я год работал в Дагестане, из 10 пациентов, которые ко мне попали, у вас нет желтых кудерников. У вас очень неправильный кухня. Как сидишь, вот сейчас бывает старый обычай, 10 различных кухонь, кухни, мясные, все взять болезнь. Наш пророк, когда поставили ему 7 блюд, он выбирал одного. А у нас человеческий глаз никогда не был сидим, раз, два, три, все так. Вот он жестко. Я вот сейчас себе позволю пару слов. Мухаммад Раджа, я специалист по тибетской, индийской, арабской медицине, в том числе косметологии. Я в основном занимаюсь народной медициной. Более 25 наименований лечебных прохладительных напитков. Когда человек принимает, например, он нормализует нервную систему. Одновременно он утоляет жажду и избавится от нервной среды. Кроме этого, есть такие прохладительные напитки лечебные, которые, когда принимаешь, избавится от всех недугов, которые с печенью, почкой, сердце и сосудистые пистолей. И от давления можно избавиться. Я с седьмой поколения. Я больше всего в последнее время сделал акцент на похудение и на онкологические болезни. Потому что здесь в Дагестане у вас очень много онкологии. Хотя природа, море и так далее, столько источников целебных у вас. В других мирах мечтают, что побывать здесь и пить эту воду. По 3 минуты каждый. Тебе познакомиться, кто вы поближе. Баланка. Ой, что, смотри назад. Меня зовут Меня зовут Мухаммад Шариф. Я уже 55 лет занимаюсь Olsa balan reklam olaydı. народными лечениями.
По сфере, значит, как говорится, у меня ваши многопрофильные, как говорится, это работа, значит, артрит, полуартрит, артроз, мастопатия, онкологические больные. А я сам, значит, у меня медицинское образование, акушерство и гинекология. Я в 86 году закончил, в госбудинке работал 3 года. И до сего дня я работаю, как говорится, ну сейчас я сам из Таджикистана, я 27 лет в Киргизии принимаю, в основном у меня в Киргизии со всего мира приезжает по онкологии, лечение у меня, значит, в основном народные настои, те, которые я готовлю, значит, готовлю со всеми разными видами корнями, корни это травы и корни. И, значит, приезжает очень много бесплодия, со всего мира приезжает. Вот. У меня сейчас в данный момент клиника, значит, в Ташкенте, стационарно, там на 200 человек, в Самарканде, и в Турции, и в Бишкеке. Я тоже стационарно, у меня клиника, они готовы, а так я вот в данный момент сейчас каждый день принимаю, они, вот многие вот иногородние приезжают, они снимают квартиру или там гостиницу, они каждый день приезжают и получают у меня, как говорится, именно процедуру, те, которые мы поставили его, как бы вылечить онкологию. Ну, мы онкологию знаем, это онкология на сегодняшний день, это по сфере, как говорится, медицины, это бизнес большой, потому что те, которые они по протоколу работают, берут гистологию, после, как говорится, гистологии, она, как говорится, идет, как говорится, размножение клеток, метастаза, это как мы говорим. Но это метастазы уже после того, как она уже уходит, размножается по телу, как говорится, человека, врачи, значит, протокольные у них, как говорится, работают, что? Именно химиотерапия и, как говорится, значит, или операция, или лучевая терапия. Ну, в основном я это не даю вот, именно гистологию брать. Я всем вот тем своим пациентам, которые они ко мне попадают с именно метастазом, я их стараюсь, как бы, эти клетки, те, которые они размножались, капсулировать. Капсулировать чем? Вот, значит, у нас есть сейчас в данный момент 7,5 миллионов скорпион, который мы его держим 40 лет, как уже, так, 2000 с лишним кобра, и, как говорится, у нас 2000 с лишним, как говорится, гадюга, мы с него берем яд и готовили сейчас вакцину. Вакцину мы, те, которые готовим, на сегодня в мире его пока еще никто не использовал. Но у нас это все патентировано, мы уже все взяли сертификат, работаем, результат очень серьезный. Я лично вот беру именно с коброй, как говорится, с его желчи, его сиворотки, с его сиворотками готовы вакцину. Для онкологии это колоссальное лекарство на сегодняшний день, когда мы его внутрь вены вводим, это именно она через кровь, они, как говорится, доходят до этих клеток. И те клетки, которые она размножается, как говорится, уже белая оболочка открываясь, идет, те органы разлагаются, они переостанавливаются в первую очередь. А курс лечения у нас идет 15 дней для переостановления этих же клеток. А после того, как переостанавливается, мы его потихоньку доводим до капсуляции и до выздоровления. Это было очень много результатов, как говорится, много сейчас через медицины, онкологии, они у нас присутствовали, они убедились. После их нарушения, я много бываю в онкологических центрах, я им сразу говорю, дайте мне те людей, которые вы не можете лечить. Они вам дают? Они дают, они сами сейчас отправляют, они убедились к нашему, как говорится, этому работе, и они сами, вот сейчас мне много уже обращаются, онкологи, академики, говорят, давай совместно работаем. Вот сейчас у нас вот такой... Надо совместная работа. Спасибо.